Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Группировку авиалесоохраны в Якутии планируют расширить. Владимир Путин провел совещание по ликвидации ЧС. Какие вопросы обсуждали? В Нерюнгринском районе на одном из самых аварийных участков трассы начали расширять дорожное полотно. Якутия – перспективная площадка для специалистов IT-сферы. Каким инновационным проектам помогает технопарк? Группировку авиалесоохраны в Якутии планируют расширить. Об этом стало известно на совещании в режиме видеоконференц-связи с президентом России Владимиром Путиным по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Айсен Николаев выступил с докладом о ситуации с природными пожарами в республике и мерах по их тушению. Глава региона поддержал предложение министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова об увеличении филиала авиалесоохраны в Якутии. Кроме того, министр озвучил необходимость дополнительно финансировать регионы для борьбы с огнем. Министр транспорта рассказал. Регионам нужны деньги, чтобы они могли увеличить штат лесных пожарных, закупить технику, нанимать авиацию, то есть бороться с лесными пожарами во всеоружии. Потому что субвенции, которые выделяются сейчас, не покрывают их потребности. Вы в мае прошлого года поручили разработать новый подход к распределению федеральных средств, чтобы он учитывал фактическую потребность регионов по всем лесным полномочиям, в том числе по пожарам. Методика готова и внесена в правительство. Мы предлагаем учитывать затраты регионов не по гектарам, а по потребностям, рассчитанным по нормативам. Арсений Сергеевич, как ситуация у вас там сейчас в Якутии? У нас сегодня сложная ситуация остается по Западной Якутии, где у нас уже более 2,5 месяцев практически нет дождей. Стоит аномально сухая жаркая погода с сильными ветрами в последние дни. Из-за сильного задымления у нас с 29 июля самолеты Б-200 МЧС России и Ил-76 Минобороны не могут вылететь из Мирного, они там дислоцированы. Поэтому работы все мы проводим на земле при поддержке вертолетов Минобороны и МЧС с водосливными устройствами. Сейчас мы ведем тушение 6 крупных пожаров вблизи 9 населенных пунктов. Сейчас мы на территории ведем тушение 61 пожара общей площадью, пройденной огнем, порядка 1 миллиона га. Хотел бы обратить особое внимание на нормативы. Это очень важная составляющая. И главное, чтобы вот себестоимость, Владимир Владимирович, вот внутри этих нормативов, конечно же, учитывала специфику регионов. Особенности с низкой транспортной доступностью, например, сибирских, дальневосточных, где в условиях бездорожья, огромных труднопроходимых местностей, себестоимость работ у нас значительно выше, чем в других регионах. И при окончательном принятии нормативов необходимо учесть себестоимость лесопожарных работ, не приравнивая регионы с низкой транспортной связанностью к регионам с развитой инфраструктурой. Мы с вами обсудили вопросы в тех регионах, которые требуют особого нашего внимания. И поэтому перечень поручений будет состоять из двух частей. Первое – это оперативное реагирование, административное и финансовое на текущие события. И вторая часть поручений будет заключаться в необходимости решения более долгосрочных стратегических задач. Это касается совершенствования, прежде всего, нормативной базы и выделения соответствующих ресурсов для того, чтобы создать необходимые запасы для борьбы с теми проблемами, которые мы сегодня обсуждаем. Ну а в эти минуты Айсен Николаев проводит совещание оперативного штаба Якутии по борьбе с лесными пожарами. Сложная обстановка сохраняется в Татинском, Кобяйском, Усть-Алданском улусах. Представители оперативного штаба контролируют борьбу с огнем на местах. Подробности совещания в наших следующих выпусках. На пожаре возле села Тыкюэль работает вертолет Ми-8. С помощью бульдозеров расширен пожарный разрыв возле села. Как сообщил первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников, в данный момент угрозы населенному пункту нет. Огонь с воздуха тушит вертолет с водосливным устройством. Администрация района и поселка уже начальную работу провели. Работает на сегодня более 150 человек, 32 единицы техники. Кроме этого, было по решению оперативного штаба республики выдвинута пожарная техника с ближайших населенных пунктов. И сегодня, к сожалению, прогноз погоды он остается крайне сложным. Это южный ветер, юго-восточный, с порывами до 15 метров в секунду.
в результате чего могут возникнуть пожары верховые, что представляет большую угрозу для села Тыккөл. И сегодня мы, согласно сегодняшнего утреннего нашего собрания, решили, что пойдут бригады вальщиков. Также бульдозерная техника будет работать по расширению минерализованной полосы. Ожидаем, как говорится, поднятия огня. Если огонь пойдет верховым, здесь будет работать вертолет с водосливным устройством авиакомпании «Полярных авиалиний». Сегодня, как говорится, самый напряженный день. В воскресенье, понедельник мы по прогнозу видим, что ветер немножко слабину даст, тогда более-менее будет. Сегодня также рекомендовано, если есть люди, которые страдают определенными болезнями, мы можем вывести город Якутск. На дорогах республики в эти выходные проведут рейды с целью выявления грубых нарушений правил дорожного движения и водителей в нетрезвом состоянии. По итогам 7 месяцев текущего года на дорогах республики зарегистрировали 382 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 31 человек погибли, 505 получили травмы различной степени тяжести. По вине нетрезвых водителей произошло 47 автоаварий, где 4 человека погибли, а 74 травмированы. Главная задача данных профилактических рейдовых мероприятий – это выявление водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а также допускающих грубое нарушение правил дорожного движения, такие как выезд на полосу для встречного движения, опять же, не предоставление преимущества пешеходам, ну и нарушение правил перевозки детей. За 7 месяцев текущего года на территории города Якутска у нас с участием детей произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, и где пострадало у нас более 35 детей, получается. Получили различные травмы. В Нерюнгринском районе на одном из самых аварийных участков трассы начали расширять дорожное полотно. Теперь дорога должна стать безопасней. Подробнее Екатерина Павлова. На данном участке дороги базируется горно-обогатительный комплекс «Денисовский». С территории предприятия на федеральную трассу постоянно выезжает большегрузный транспорт. Большегрузные транспортные средства, выезжая с данных примыканий, не успевают набрать определенную скорость, которая подходит к данному потоку движения транспортных средств по федеральной автодороге, в связи с чем водители не успевают среагировать, и быстро сокращается дистанция, да впереди движется транспортное средство, в результате чего происходит дорожно-транспортное происшествие. В январе месяце ГИБДД по Нерюнгринскому району была проделана очень большая работа, касающаяся данных примыканий. Были выявлены недостатки, составлены акты, направленные на недостатки в состоянии дороги. Были выданы законные предписания на устранение нарушений действующего законодательства Российской Федерации. Дорожное полотно, примыкающее к горно-обогатительному комплексу «Денисовский», будет расширено с 7 до 14 метров на протяжении полукилометра. Добавится полоса разгона и полоса торможения. Будет удобно выезжать. Естественно, аварийность должна снизиться. Я думаю, что эти работы, они делаются во благо наших граждан, которые сегодня живут в Нерюнгринском районе, которые проезжают в Нерюнгринский район, двигаются в сторону Якутска или обратно в сторону Благовещенска. Работу выполняет местная нерюнгринская компания «Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник». В настоящее время на участке задействованы 10 единиц техники и 20 рабочих. К 1 сентября должно быть завершено расширение дороги, что позволит снизить аварийность и сделает поездку более комфортной. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Конкурсы профмастерства на всех площадках Валроса теперь проходят раз в год. Раньше проводили до 15 состязаний. В каждом подразделении отбирают лучших в профессии и отправляют на чемпионат Алроса. В Алмаздор-Трансе имена лучшего сварщика и электромонтера известны. Как проходил отбор и в чем смысл реорганизации, расскажут наши коллеги. Проваренный шов, отсутствие опор и подрезов. Ошибиться нельзя, ведь здесь борются за звание «Лучший сварщик» авторемонтных мастерских. Он отправится на чемпионат Алроса.
В Алмаздортрансе отбор в таком формате проводят впервые. Здесь теория и практика. Участники из категории профессионалы от 36 до 50 лет. Поэтому прежде всего нужно продемонстрировать мастерство владения металлом. Разные технологии сварки у нас используются в производстве. Мастерство нужно. Каждый как художник-сварщик. У каждого свое умение, своя школа, как говорится. Как любой мастер своего дела, все зависит от опыта. Опыт пригодился и участникам другой категории. Электромонтерам предстояло собрать схему электродвигателя с реверсивным запуском за 40 минут. Для Петра Петришова работа несложная, мешает лишь срочность. Такой конкурс, по мнению мужчины, возможность прокачать навыки. В жизни вот сколько я работаю, я столько учусь. У конкурсов профмастерства «Валроса» целая история. Раньше в год проводили до 15 состязаний на разных площадках. С конца 2020-го они объединены в единый чемпионат по международным стандартам WorldSkills. Всего 7 направлений – сварщики, электромонтаж, сортировка алмазов, слесарь по ремонту автомобилей, машинист автомобильного крана и буровой установки, а также водитель. У последних двух категорий отдельные правила. WorldSkills – это вообще некоммерческое движение, объединившее весь мир именно в рабочих профессиях, где соревнуются все страны. Мы запускаем так Валроса по стандартам WorldSkills, чтобы проверить мастерство наших работников в первую очередь. Это престижно. Теперь участников отбирают на местах. Победители отборочных туров встретятся на чемпионате «Алроса» в Мирном в мае 2022 года. Тогда выберут лучших в номинациях «Молодой персонал», «Профессионалы» и «Навыки мудрых». Участвуют в конкурсе вакцинированные члены профсоюза. При реорганизации одно осталось неизменным – победитель получит денежный приз. Юлия Золотарева, Анастасия Белокреницкая, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Якутия – перспективная площадка для специалистов IT-сферы. Сейчас республика входит в топ-10 регионов страны по развитию цифровой среды. Например, якутские разработчики готовы презентовать миру платформу «Скиллометр», которая помогает не только прокачивать навыки, но и помочь с профориентацией. Данная платформа помогает повысить результативность обучения через использование рекомендательной системы по выбору определенной профессии на основании получаемых навыков. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.